Год назад на Ярославской земле появился детско-юношеский хореографический ансамбль «Ритмы гор». Его название говорит само за себя, так как репертуар ансамбля состоит из танцев народов Кавказа. Исторически сложилось, что на Кавказе проживает свыше 100 народов, поэтому культура Кавказа богата и многогранна. Одним из самых ярких ее проявлений являются танцы. И вот чтобы донести часть этого культурного наследия, и был создан первый в Ярославле ансамбль кавказского танца. Все это стало возможным благодаря поддержке Ярославской и Лезгинской национальной культурной автономии. В 2009 году было принято решение Советом, после того, как на собрании Ассамблеи народов России было озвучено, что у нас есть ансамбли разных направлений, а вот кавказского ансамбля имени нет. Мы на Совете приняли решение восполнить эту нищу и решили пригласить хореографа, организовать для начала студию кавказского танца. Сначала был кружок вообще, а потом студию. А потом на базе этой студии создать ансамбль «Ритмы гор». В коллективе сегодня занимается 126 ребят в возрасте от 5 до 20 лет. И это не только народы Кавказа. Среди поклонников танца гор есть и русские, и белорусы, украинцы и даже поляки. И благодаря таланту хореографа Джованни Арзуманова весь этот многонациональный коллектив сегодня с легкостью танцует лезгинку и другие танцы Кавказа, что и было представлено на первом отчетном концерте во Дворце молодежи. Здравствуйте, первый отчетный концерт, ребята, у вас, да, сегодня. Как настроение, волнуетесь, а? Настроение у нас шикарное, да, конечно. Волнуемся? Очень волнуемся. Есть немного. Какой же концерт без волнения? Это не концерт. А долго к нему шли? Долго. Долго. 1 год. 1 год. Да, долго, да. Ну, 2 года мы работаем, 2 года как начинаем, можно сказать, с азов, и год как ансамбль существует. И вот сейчас наш первый отчетный, и как первое слово пойдет, так она и дальше будет. Совершенно ребята с азов приходили сюда или с каким-то уже... Не, ну, я бы не сказал, что есть такие люди, которые закончили профессионально. Только единицу можно найти в коллективе, которые есть хореографическое образование. А так все разные. Студенты, медики, юристы, преподаватели и так далее. В репертуаре ансамбля танцы Дагестана, Чечни, Ингушетии, Осетии, Азербайджана, по словам руководителей, со временем планируется охватить все больше народностей и еще расширить репертуар. Сейчас он у нас называется ансамбль народного танца «Ритмы гор». В будущем он у нас будет называться ансамбль народного танца, песни и танца, кавказского песни и танца «Ритмы гор». Расширяетесь? Да, расширяемся, да. У нас есть и певицы, как я сказал, уже 3 человека, да, и певец есть еще в составе ансамбля среди танцующих, эти, которые занимаются пением. Вот. Будем их содействовать, будем расширяться. Каждый танец и каждую песню тепло и с восторгом встречали собравшиеся в зале зрители, в том числе и высокие гости из Ассамблеи народов России и руководства области, которые пришли в тот день на концерт. Я очень рад за наших лезгинов, что они достойно вписались в то многонациональное сообщество Ярославля и вносит достойный вклад в развитие и города, и в том числе Ассамблеи народов России. Я бы хотел пожелать этому коллективу больших успехов в дальнейшем. Это будет украшением, визитной карточкой и Ассамблеи народов России, ну и города, и области. Вам самим как лезгинка по душе? Я в этот танец влюблен. Я всегда с удовольствием наблюдаю за тем, как танцуют лезгинку. И за последние 6-8 лет у нас в Ярославле в качестве гостей побывали очень такие именитые уже коллективы из Чеченской Республики, из Ингушетии, из Дагестана. Но я всегда говорю,
что какой бы уровень наших гостей не был, самыми любимыми являются те, которые созданы на нашей Ярославской земле.